Салям алейкум рахматуллахи ва баракатуху. У нас сегодня такая необычная тема. Неисламские традиции от святых мест до попыток возрождения неязычества. Я знаю, что Гульнар Хуатовна, ее знакомство тоже связано с ее научной деятельностью. В 2014 году История опубликовал такую книгу под названием «Монография мусульманский культ святых татар. Обряды и смыслы». Да? Вот, то есть, я так понял, что вот это явление со святыми местами не существует. И, может, вы небольшой бы нам исторический экскурс или вот и этого исследования могли бы нам поделиться? Насколько это сильно развито, насколько вот... На самом деле, вы знаете, я бы хотела немножко рассказать об истории, наверное, этого проекта. Это будет очень интересно, потому что сам проект, сама идея вот этого проекта изучения святых мест возникла у Размановой Рауфы Каримовны. Это очень известный этнограф татарской культуры, который объездил огромное количество татарских деревень еще в советское время, начиная с 60-х годов. Она неоднократно упоминала о таком явлении, которое она наблюдала в советское время, это мусульманский культ святых. И она, в пример, приводила деревню Альдермыш, и как раз вот в этой книге у нас опубликована фотография 70-х годов, фотография, на которой изображена могила святого, она ограждена забором, люди развесили на этом заборе платки, полотенца и совершали тайные посещения вот этого святого места. И вот Рауфа Каримовна, говоря вот об таких вот явлениях, предложила провести специально отдельное исследование, посвященное культу святых у татар. И еще одна причина, почему мы этим занялись, потому что на самом деле это явление никак не изучено в татароведении. И, во-первых, во-вторых, существуют очень такие разные полярные точки зрения, оценки вообще вот этого явления традиционной культуры татарского народа. И по инициативе Рауфы Каримовны мы подали заявку в Российский гуманитарный научный фонд, нас успешно поддержали, и в течение 3 лет вот мы реализовывали этот проект, по итогам которого была написана вот эта книга. Мы постарались максимально охватить всю республику Татарстан, постарались поездить в экспедиции, посмотреть, где какие святые места сохранились, какие ритуалы люди совершают на этих святых местах. И нас интересовали как раз вот оценки святых мест со стороны духовенства, со стороны имамов, со стороны простых жителей, деревенских жителей, и городских жителей тоже. И все это вот как раз нашло отражение вот в нашей книге. Вы, Радиф Хазрат, наверное, сталкиваетесь непосредственно с этими явлениями, то есть вот святые места, и ваши отношения, наверное, и там... У нас вот район, Кукмурский район, многонациональный, такой район, там и марийцы, удмурты живут. И, конечно же, татары тоже, например, есть, конечно, этнические татары, есть соблюдающие татары. В нашем районе вот как раз тут тема затрагивается по поводу родников, да, вот родники там Кузляр Шишмеса, у нас такой этот родник как раз есть. Приезжают с разных мест, не только с республики, даже с соседних регионов. Приезжают, берут воду, и, конечно же, отзывы разные, многие уже говорят, что есть определенная своя польза, например. Аллах Та'аля нас так создал, вот, во что ты веришь, что и дает Всевышний. То есть, если, например, воду пьешь с каким намерением, с таким намерением Аллах Та'аля исцеление дает. Почему? Потому что все, что мы употребляем, даже вот лекарства, воду и так далее, это все причина, а выздоровление, исцеление, это все от Всевышнего. И по поводу вот как раз марийцев, удмуртов, например, среди них тоже есть те, которые, например, исповедуют христианство, есть даже мусульмане среди них, есть также и язычники. И они тоже вот возрождают свой обряд марийский, это языческий обряд, и у них есть и дерево такое святое, вот как раз вы говорили, там с платками со всеми. Священная роща у них. Священная роща, да, все это. В белых шапках ходят они. Да, то есть все это у нас существует, то есть мы с этим, можно сказать, каждый день сталкиваемся. Может, исторически? С исторической точки зрения могу, конечно, сказать. Дело в том, что проникновение ислама среди тюркских народов это был процесс достаточно долгий и сложный, неоднозначный. Иногда у нас такое возникает восприятие, что вот 1100 лет тому назад, в 922 году, болгары приняли ислам, и с тех пор вот эта традиция сохраняется. На самом-то деле исторический процесс он носит такой, говоря немножко по-старому, диалектический характер.
То есть где-то уходит вперед и где-то обратно возвращается, поэтому принятие ислама не означало то, что они сразу становились каноническими мусульманами, и, естественно, некоторые представления сохранялись. Если же происходили какие-то исторические потрясения, такие как, например, нашествие Бату-хана, и более такое сильное достаточно потрясение произошло во время нашествия Тамерлана в 1391 году, были даже достаточно массовые исходы из ислама. Этим и объясняется, кстати, чувашское язычество, где верховное божество называется, например, Тура. Тура, те, кто владеет татарским языком, все прекрасно понимают, что это некое верховное божество. Интересно, что при общении с чувашскими, допустим, общественными деятелями выяснялось, что они даже не понимали самого значения этого слова. Если учесть, опять же, что они здороваются салам, это определенные то ли остатки, то ли переняли они в свое время. Такие моменты, конечно же, были. И ислам у нас в нашем регионе, соответственно, не только в нашем Поволжье, Урале, развивался еще в период Золотой Орды, не будем забывать, там сразу несколько было этапов. И интересно, что в этом отношении, например, деятельность Идыгея, известного деятеля, основателя Ногайского юрта, так скажем, Мангыцкого юрта, оказала достаточно решающее влияние на распространение ислама не в городской среде, где он традиционно, как правило, развивался в наших регионах, да, а именно уже в степных районах, и тем более сохранились, даже если посмотреть историю татар, том, посвященный Золотой Орде, распространению ислама, там наши коллеги достаточно подробно приводят реальные исторические данные, источниковые данные. Поэтому этот процесс постепенного изживания языческих традиций, который превращается в суеверие, в какие-то определенные традиции, вот коллега в этом отношении более точнее, конечно, скажет, является достаточно долгим. И, соответственно, задача в современный период понять корни, почему это происходит, что на это влияет, и, соответственно, либо проследить, либо бороться с этим. Я не знаю, смотря Тут как раз мы должны понять, это положительное это или... какую сторону опять может увести, понимаете, в какую сторону увести, тем более последние события показывают, что неоязыческие культы, они, к сожалению, носят в большей степени деструктивный, чем позитивный характер. Кстати, просто уж я тоже включусь в беседу. Вы летом были дни Татарстана в Якутии, и мы участвовали на их национальном празднике. И сами якуты объясняли, что они полностью реконструировали язычество, то есть главными шаманами национальной религии якутов являются бывшие работники культуры, которые изучили, то есть они признают, что в советское время так не праздновали, то есть они реконструировали, то есть там с божествами, все есть, то есть там прям заново выстроенная религия. Насколько я знаю, у алтайцев сейчас реконструкция происходит. У нас, к сожалению, не смог приехать коллега из Чувашии, он хотел рассказать про чувашскую национальную интеллигенцию, которая тоже ищет свой путь, и она тоже пошло на строительство неоязычества, булгарское язычество, то есть эти вещи пытаются. Оно присутствует в нашей жизни, я так понимаю, у татар оно в меньшей степени, наверное, сейчас, да. И, наверное, с точки зрения религии, то есть плохо, хорошо, я знаю, споры идут об этом давно уже. И книги до революции выходили о этих местах полемические. Как справедливо, в общем, мне кажется, замечают некоторые коллеги-исламоведы, ислам в Татарстане, у татар, он, в общем, в двух формах протекает. В форме такой народной, обрядовой, и в форме теологической. Если теологический ислам, он общий для всех народов, и для арабов, и для индийцев, и пакистанцев, европейцев и так далее, то есть это определенная религия со своей структурой, иерархией, которая прослеживается по непрерывной цепочке почти 1500 лет, то, конечно, тут уже какие-то традиции, они разные формы имеют. Конечно, с канонической точки зрения, с точки зрения шариата, есть ислам, это религия строгого единобожия, то есть мы убеждены, что Всевышний Аллах, Он создатель этого мира, Он управляет этим миром, Он единственный влияющий на вещь, как Хазрат справедливо сказал, что не таблетка исцеляет, а Аллах посредством, что это внешняя причина, то есть это основа убеждения мусульман. Поэтому, естественно, не может быть никого, кто бы влиял наряду с Аллахом, будь то живой или мертвый, это с одной стороны, то есть язычество это страшный грех, и Всевышний Аллах в Коране говорит, что Аллах прощает любые грехи, кроме язычества.
и язычество хуже убийства, то есть вот есть аяты с таким значением, с такими толкованиями. Вот. Это одна сторона, то есть строгий монотеизм, да, никакого язычества, ислам против язычества. С другой стороны, есть действительно в исламе суфизм, это законная часть ислама, которую, в общем, мы, сунниты, признаем и верим в то, что есть действительно особые рабы у Аллаха, которые приблизились к Нему в наибольшей степени, и иногда действительно какие-то чудесные вещи с ними происходят по воле Аллаха, разумеется, и как бы проявляя к ним любовь, проявляя к ним уважение, мы тоже тем самым приближаемся к нашему Создателю, вот, посещая их зиараты, то есть места, где они похоронены, читая Коран на них, передавая вознаграждение. То есть это законная часть, это как бы часть исламской традиции. Вот. Другой вопрос, что когда после Советского Союза к нам, когда не особо здесь, конечно, исламские знания сохранились, к сожалению, был этот тонкий ручеек вокруг мечети Марджани, но по большому счету знаний здесь не было, когда вот хлынули арабы со своими деньгами, со своей идеологией, вот к нам пришло вот это учение ваххабизма, и один из, в общем, ключевых моментов ваххабизма – это борьба с суфизмом, с почитанием святых, который, конечно, принимает крайне уродливые формы, то есть это снос могил, это обвинение в язычестве и в неверии тех, кто посещает эти могилы. То есть вот это проблема. С одной стороны, как бы традиционный ислам, да, мы говорим, это есть, это в исламе, это есть, то есть посещение могил, это отдельное желательное действие, это приближает нас к нашему Создателю. С другой стороны, вот это вот течение, которое тоже, в общем, на умы людей оказало здесь деструктивное влияние мусульман. Я думаю, что подозреваю, что вот те люди, которые вам оставляют комментарии, это как раз люди, попавшие под влияние ваххабизма, для которых все, что связано там с посещением могил, с так сказать, поминанием праведников. Еще же есть вот эти священные горы, ручьи. Но это другой тоже вот. Грань между язычеством и исламом, она происходит в области все-таки убеждений человека. Если человек разделяет исламские убеждения, что ничто не влияет на вещи, на мир, кроме Аллаха, да, то мы считаем, что он, скажем так, проявляет уважение и любовь к этим людям, там похороненным. Если, конечно, человек приходит туда с убеждением, что этот праведник может сам помочь, и обращается к нему и говорит: о такой-то там, помоги мне, с убеждением, что он имеет независимое влияние на вещи отдельно от Аллаха, то, конечно, это язычество. То есть момент сложный. И зачастую сложно отделить, когда ты просто видишь людей у могил стоящих, может быть, один он как бы просто Коран читает и вознаграждение передает, а другой, может быть, обращается к умершему с неправильными убеждениями. Поэтому невозможно сказать, это скрытая вещь, это внутренняя вещь. В этом сложность, да. Вот. Но помимо этого есть просто вещи, которые мы как бы не оцениваем с позиции единобожия, язычества, мы оцениваем с позиции можно, нельзя, халяль, харам. То есть есть определенные обряды могильные, которые ученые, опять же, не вдаваясь в убеждение в то, что в сердце у человека, они запрещают. Например, тереться вокруг могил, совершать обходы вокруг могил, и так далее, и так далее. Вот это. Поэтому каждый раз, когда у нас на Булгаре ЖН, у нас обычно вот эти же места, которые там обязательно кого-нибудь от духовного управления ставят, кто людям объясняет, что вот этого не надо делать, это неправильно и так далее, и так далее. То есть это помимо, это отдельный разговор, совершенно не про язычество, и это про то, что нельзя делать. Поэтому зачастую вот очень сложно, когда мы просто наблюдаем со стороны, либо читаем исторические свидетельства, очень сложно судить, с какими убеждениями, с каких позиций, было это язычество, не было ли это язычество. Там, например, про некоторых аулия, ишанов передают, что там люди землю целовали, да, по которым они там, или там ели землю с его могилы. Понятно, что это не соответствует духу ислама, но было ли это язычеством, или это все-таки крайняя форма выражения любви к этому человеку, мы не можем сейчас сказать. Поддержу коллегу в смысле того, что действительно надо как-то нам очень аккуратно и внимательно вообще смотреть вот на это явление и смотреть именно на тех людей, которые вот там совершают какие-то действия. И что они думают, эти люди, и каковы их убеждения. Вот когда мы, как я сказала, ездили в экспедиции с Ров Каримной, мы смотрели за людьми, которые посещают святые места, что они делают, что они думают, как они говорят. И вы знаете, вот в принципе в основной части людей мы наблюдали вот как раз вот исламские атрибуты вот этой ритуальной части посещения святых мест. Как правило, люди совершают омовение, причем омовение ног, читают на святых местах Коран обязательно. Как правило, они обращаются не тем, кто там находится, умер, а находится вот в этой могиле, или каким-то мифическим персонажем, обращаются с просьбами к Аллаху. То есть вот все-таки, на мой взгляд, у основной части населения святые места, это, знаете, воспринимаются как некая такая небольшая сакральная территория, моя вот небольшая территория, где я могу попросить Всевышнего о каких-то своих повседневных заботах. Вот зачем люди туда приходят, о чем они просят, мы тоже об этом спрашивали.
кому-то сложно выплатить ипотеку, кто-то сына отправляет в армию, а какая-то женщина долго не может иметь ребенка. И, может быть, коллеги вот меня поправят, да, но мне кажется, вот ислам такая достаточно строго регламентированная религия, которая не дает людям решать вот какие-то свои повседневные проблемы. Очень трудно представить женщину, которая пришла бы в мечеть и поделилась бы своими вот такими сокровенными мыслями, своими проблемами. Поэтому я бы очень так аккуратно относилась к тем людям, которые называют, обзывают даже, извините, вот эти святые места, как языческое проявление. Вот как вы говорите, да, здесь, конечно, у нас возражений нет, потому что действительно есть такое в исламе, то, что в определенных местах, например, шанс, что Творец миров, да, примет твою дуа, примет твою мольбу выше. Например, возле Каабы мы знаем, да, в Медине, возле могилы пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, да, то есть то же самое, например, какие-то места, где действительно похоронены святые люди. То есть, Булгар, вот у нас же сейчас активно возрождается Булгар, и там, я так понимаю, еще с начала 20 века, 19 века идут споры ортодоксальных богословов с традициями народными. Ездить в Булгар не ездить. И я так понимаю, и до наших времен есть споры, благо это, не благо, то есть ездить. Там кто-то говорит, что это равно хаджу, кто-то там обойти столб там 7 раз тоже, там, ну как бы вот эти вещи есть. Они насколько, скажем так, положительные, или вот как сейчас вы относитесь к этому? По поводу Булгар, да, это, конечно, вопрос как раз Ахмед Хазрат сказал по этому поводу. Вот, действительно, когда все это возродилось, люди начали туда ходить. Вот даже Хазрат Таджиддин, когда первый раз возродил, то есть он начал туда собрание себе людей водить. Действительно, в то время было. И даже среди студентов такой момент, вот как раз 90-е годы нахлынули сюда вот арабы со своей идеологией. Все-таки молодые и пожилые, они поделились. Почему? Вот проблема в 90-х в чем? То есть у людей в течение 70 лет они не могли получить религиозное ни образование, ни какое-то наставление. Был такой момент, вот на татарском он называется дин. Дин – это вот порядок, тертиб, который вы говорили, то есть вот это строго все это показывает, даже вот когда религиозные некоторые моменты, когда говорится, вот ислам, он именно диктует порядок. А то, что человек сам как по этому порядку будет поступать или не поступать, это зависит от человека. И получилось так, есть вот дин, есть дин. Как это переводится, я, конечно, сейчас постараюсь перевести. Дин – это религия, а дин – это понятие религии. То есть дин. Вот, у татар есть такой слово динингалам, динингалам. Почему? Потому что когда у человека понятие неправильное, ему всегда говорят, вот мы с ним будем динингалам. Почему у тебя понятие неправильно? Получилось как? Более 70 лет нельзя было не произносить слово Аллах, нельзя было говорить то, что в религии так и так. То есть люди все-таки до революционные, они старались свою религию передать именно яры, ярамы. Вот у татар два слова, вот исламское право нам диктует 8. Это гамалляр, как уж будет, дела делятся. 8 это фарз, ваджиб, например, сунна и так далее, то есть до харама. А у татар яры, ярамы. И вот до наших дней, до 90-х годов, религия передавалась именно яры, ярамы. Это яры, это ярамы, это яры, это ярамы. И вот знаете, вот 90-е годы, когда начали открываться мечети, вот получилось как? Бабаи, те, которые уже со своих отцов, со своих бабушек услышали религию, они его понимали, как понимали их предки, и они начали эту религию практиковать. А молодые пришли, они услышали пару аятов, пару хадисов. То есть он знает вот аят, вот хадис, и говорит, вот так надо. Бабай не знает ни аята, ни хадиса, но он знает то, что так нельзя. Так нельзя. И понимаете, получается, вот Бабай говорит одно, молодой говорит другое. А сейчас уже вот Аллах Ашкер, уже вот Российский исламский институт у нас, Казанский исламский университет, многие мадресе, они работают, они среди мусульман поднимают уровень образования. И получается, знаете, как даже вот сейчас скажу такое вот понятие про кладбище, например, мы про святые могилы говорим, вот районные, центральные кладбища, например. Да, в городах были уже сейчас, так скажем, денежный вопрос, там ритуальные услуги и так далее, они быстрее хотят что-то там, кто лучше, кто круче, кто богаче и так далее, у кого камень хороший там или так далее. А у нас, понимаете, вот в районе пока нету такого, то есть денежный вопрос пока откладывается. Мы именно ввели момент, то есть полностью огражденное кладбище, давайте не будем ограждать каждое кладбище отдельно. То есть у нас каждую могилу. Каждую могилу, да, отдельно. Рахмат Ансана, вот каждую могилу отдельно.
И знаете, вот действительно мы столкнулись с такой проблемой, то что многие не понимают. У людей нету понятия, вот Хазрат как раз сказал, нету понятия, вот, что такое вот, кладбище, что такое могила, что там с человеком происходит, понимаете? Вот люди приходят для чего? Во-первых, это почистить, во-вторых, это покрасить и все. Вот два аспекта. А религия нам указывает, что посещение кладбища – это напоминание о смерти и сделай дуа за усопших. Вот и все, два понятия. А людей этого понятия еще нет. Как раз Хазрат сказал, вот, например, это тонкая грань, не то, что святые там могилы, хужалар того там и так далее, вот, например, да, и Булгар, например, то же самое. Просто люди не знают, как быть, что делать. Открылась дорога, все идут. Один пришел, сказал, например, все, я туда пошел, дуа сделал, у меня там сын родился, я давно ждал, например, у кого-то болезнь, он говорит, я 7 раз обошел, все у меня нормально. То есть нету понятия, нету религии, это действительно вот у народа это есть, вот, и даже вот в современном кладбище, так уж скажу, некоторые моменты, может, я и неправильно выговариваю. Почему? Потому что мне на русском тяжеловато, на татарском постоянно говорить, это намного легче. Даже вот современные люди, действительно, они не понимают еще религиозных аспектов. То есть, что такое религия? Вот вы правильно говорили, вот для женщин, например, в христианстве есть, например, подошел к святому отцу, там, высказался и так далее. Вы сами есть такое, то, что пророк, вот Хазрат не даст соврать, даже приходили женщины, брали его за руку, сказали, у меня там проблемы, пошли со мной. И пророк сам шел. И пошел и решал их проблемы, понимаете. Я не хочу там кого-то обидеть или еще что-то. Вот именно от народа слышатся такие слова, вот, когда именно религию и динхам дыньё, религию и мирское, например, это уж денежный эквивалент, уж так скажешь, вот как соединяет, например, когда у человека, например, кішінің динилігі мәселен бірінші орында түгел, екінші орынға қалай екен, ақша бірінші орынға келе екен. Да, религиозность, если она отпадает на вторую сторону, то тогда уже да, у людей действительно вот этот вот барьер, он появляется между имамом и прихожанами, например, между обычными мусульманами и с религиозными деятелями. Из-за этого вот приходить женщине и с кем-то побеседовать, это нету никаких проблем абсолютно. То есть люди приходят, говорят свои проблемы, открываются, и при этом эти проблемы никуда. Вы представьте деревню. Да, Деревня, да. Вот Я вот рассказывает, я имам в деревне. Приходят женщины, да. делятся своими личными сокровенными. Да. Ну, в религии-то есть, может, просто не принято. Да, традиции такой нет. От личности зависит, я так понимаю, имама, наверное. Да. Мусульман на Западе там и психологическая служба мусульманская развивается, то есть все это сейчас достаточно активно. Там, Все-таки мы начали это обсуждать, и вот такой вопрос. Все-таки вот эти святые места – это традиция народа, которые ведут, или это, в общем, вот этот конфликт возник из-за реисламизации татар, вы говорили, 70 лет, то есть как бы без религии, и как бы человек ищет как бы решить свои проблемы, привязывает платочек, там едет на хужалар, там режет барана или что-то, да, то есть все-таки вот, на ваш взгляд, история вот этого, это все-таки как бы традиционное или оно вот родилось заново? Ну, я могу сказать тут пару слов. Дело в том, что вот, например, мы ездили на раскопки в Иска-Казань. Там есть место, когда как где-то было достаточно крупное городище, Иска-Казанское городище. И даже не в последнее время, лет 20 назад, так называемые наши новые тенгрианцы полюбили это место, приезжали туда, делали определенные там жертвоприношения, ну, что-то там, нечто от шаманизма, нечто вот свое что-то там придавали, то что-то у Гумилева переняли, прочитали. И действительно могу сказать, что вот буквально вот за оврагом, там достаточно крупный овраг, там находится, опять же, чешмя вот внизу там. И за этим оврагом мы проводили небольшую такую разведку вместе с известным археологом Альбертом Ахмеджановичем Бурхановым. Я сам участвовал на раскопках 1998 года, и там действительно обнаружилось языческое капище, то есть место жертвоприношения. Удивительно, но это так. От какого периода? Периода доисламского, явно доисламского и даже не болгарского, это, судя по всему, было. Там лежало, вот, знаете, останки коровы, и внутри там у него там осталась даже зала.
Сожгли, да? Да, сожгли вот эту шкуру коровы, положили, там внутри положили зерно и подожгли, там или какой-то обряд был, это уж я не специалист, поэтому сказать точно не могу, какой-то этнической принадлежности, но судя по всему это финно-угорская. Похожая же ситуация, судя по всему, связана с Ходжалартау в Белярске. Потому что это тоже древнее достаточно место поклонения, и еще даже в советские годы, вот и даже 90-е, я помню, мы были тоже рядом на археологических раскопках, ходили в Ходжалартау, там еще никаких благоустройств не было, там была одна небольшая тропинка, и люди там из разных религий, из разных городов, сел в достаточно большом количестве в праздники приезжали, и действительно это все было в платках, это все было усеяно такими местами, такими интересными вещами. Там стояли даже какого-то подобия идолов каких-то, судя по всему, чувашских. И, наконец, наверху, где-то в 92-м, если я не ошибаюсь, году, или 93-м, там вот как раз привезли нефтяной камень. Ну да, это же конструирование языческого культа, я так понимаю, камень облили гудроном, и люди начали ходить вокруг него. Верно, да. Вот вам, пожалуйста, пример того, что... Ну, читайте, там можно прочитать в Казанской деловой газете, как один олигарх там содержит там в одной татарской деревне там культ какого-то святого там. Ну вот, то есть там вот прям вот описывается, как это делается, то есть там ни имени нет, ничего, но вот, то есть это получается мода на язычество появилась, что ли, как вот, что это? Вот завершая, хочу сказать, что действительно дым без огня не бывает, и действительно эти места как-то когда-то чем-то связаны, и, соответственно, народная традиция, народная память не зря прицепляется к этим вещам. На самом деле это не мода, эта традиция Да. была всегда. Вот вы сейчас вот упомянули как раз вот Белярск, да? Еще в начале 20 века вот в татарских газетах как раз писали об этом месте. Есть целые статьи, авторы которых как раз вот описывали традицию посещения этого места, ритуал посещения не только на самом деле татарами, но и чувашами, крещенными татарами, марийцами. И я хочу сказать, что вообще эта традиция, на самом деле, она очень широко распространена в мусульманском мире. В советское время еще такие исследователи, как вот Басилов, Снисарев, писали о культе святых среди народов Средней Азии. Именно там тоже среднеазиатские народы поклонялись вот местам захоронений великих выдающихся людей, которые погибли во имя ислама. И, Ну там как имена как минимум есть, ну в Средней Азии, я так понимаю, там же... Имена? Ну, имеется в виду, у этих святые имена какие-то были. Ну, Там- где-то есть, где-то нет на самом деле, но такая традиция, в общем-то, была, она есть, она и сохранялась и в советское время. И я думаю, что, вот знаете, мы как-то немножко на народ смотрим так как бы упрощенно, как-то немножко считаем, что это такая примитивная масса, не очень просвещенная. Но вот раз эта традиция существовала много веков, если это поддерживалось, то, наверное, есть такое понятие, как народная мудрость, наверное, что-то вот в этом есть, для людей это почему-то нужно было, для чего-то это люди поддерживали, поэтому я как-то очень так, знаете, вот я все понимаю, наверное, где-то многое что-то не знал народ, где-то религиозные какие-то традиции не знал, но раз это поддерживалось, значит, какой-то в этом есть смысл. Ну, если говорить о именно булгарских вот этих вот обрядах, ну, здесь, видите, нужно посмотреть, с одной стороны, с точки зрения шариата, можно или нельзя делать то, что они делают, да, то есть мы смотрим с сугубо внешней стороны, подходим, говорим так, вот тут обход нельзя, там тереться нельзя, там какие-то там, я уж не говорю там про жертвоприношения и прочие вещи, вот, а имеет ли это отношение к язычеству или не имеет, это опять же вопрос Очень спорный. внутренний, да, и мы не можем, то есть надо с каждым человеком разговаривать отдельно, Очень с каким осторожно. намерением, да, он подходит. В Очень общем, осторожно называть это явление языческим. да, обязанность на нас не лежит выяснять. Вот, просто что мы можем делать? Мы можем объяснять вероучение ислама. Говорится, вот, ислам так относится, что вот все творится, мир творится, управляется Аллахом, и нет никого, кто оказывал бы какое-то влияние, ни живой, ни мертвый и так далее. То есть вот эти все моменты, именно нюансы вероучения, акиду мы можем объяснять людям, а что там они, с какими намерениями к этому подходят, мы знать не можем. Вот. Есть правила, так сказать, запретное, дозволенное в посещении могил, есть адабы, этика посещения могил. Эти книги есть, они на русском, татарском языке издаются. Вот книга нашего муфтия Камиль Хазрат Самигуллина как раз о посещении могил. Все эти моменты есть. Если кто-то хочет именно узнать, как по исламу нужно посещать могил, то там это все описывается. Все, что можно, все нельзя, что этично, что неэтично и так далее, и так далее. А тут уж, как Все-таки говорится, допускается посещение могил. конечно, конечно. Вот я говорю, что это вот Это не запрещенная 90-е годы, да, просто иногда вот
исламоведческих работах я вижу вот это упрощение, то, что Да, говорят, что ислам да. против культа святых. Да. А на самом деле это вот конкретное течение ислама, вот ваххабизм, то, что появилось в Саудовской Аравии в 18 веке, Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб, по сути, это, ну, как вот Алексей Васильев называет пуритане ислама, по сути, это вот такое, ну, протестантское, реформатское такое, движение, очистить ислам полностью от всего. Нет, на самом деле это есть, то есть есть достоверное сообщение о том, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть носили его волос, например, и это есть, то есть это называется табаррук, то есть снискание, поиск благодати, благословения через именно прикосновение к этим вещам, и посещение могил всегда тоже это было в исламе. Тем более, что там, повторюсь, это лежат люди, которые, как правило, погибли во имя ислама, например, во время хаджа, Конечно. не дошли, что-то там не вернулись. Конечно. То есть это все-таки люди, которые, ну, действительно богоугодные, Да, наверное, да, можно да. говорить. Да, мы верим, что вот действительно, как вы правильно сказали, это такое место, какое-то вот такое духовное, где есть шанс, что твоя мольба примется. Ты как бы туда приходишь. То есть почему мы, например, в хадже делаем дуа возле Кабы? Потому что мы уверены, что это место, где Аллах скорее примет наши дуа, нашу мольбу, чем в любом другом месте. Да, также и здесь. То есть какие-то вот такие локальные места, где Как некая есть надежда. психотерапия, Да, наверное, все-таки да, вот это да, даже тоже, людей. тоже. Ведь обращение к святым очень сильно было во время Великой Отечественной войны. Тогда женщины массово посещали как раз вот эти места с просьбой быстрее, скорейшего завершения войны, возвращения своих близких. В общем-то, то есть вот сложные какие-то обстоятельства людей вот как раз стимулируют, провоцируют вот к посещению таких мест. Во время исследований, ну, ваших исследований, там, вот, условно, если мы говорим, условно назовем сохраненная география там, татарского народа, и вот помимо Булгара и Белярга, и места еще, как бы, ну, там, Мы известны. постарались вот сельские места, сельские районы посетить. Кстати, вот в Кукмарском районе удалось нам добраться, так вот от Арские районы мы постарались За Казанью в максимально, основном, получается. да, близлежащие районы. Но надо сказать, что вообще святые места активно изучаются еще в Сибири, среди сибирских татар. Это вот Астана, тоже такое вот явление, которое тоже активно, кстати, поддерживается простым народом и тоже также вызывает неоднозначные оценки. Вот, ну, в общем-то, конечно, на самом деле проект очень интересный, перспективный. Вот надо, наверное, дальше еще как-то продолжать. Как раз вот сейчас идет реставрация мечети в селе Маскара Кукмарского района. Мечети Лаберта через 2 года будет 230 лет. И как раз в этой деревне очень много надгробных камней. И они очень массивные и прям такие сохранились. Им некоторым 100, 150 лет, 200 лет. То есть получается, и даже вот местный народ говорит, в советское время мы туда не заходили, Да. то есть она полностью была обросшая, закрытая территория. И среди народа вот это местных был такой разговор, то есть туда захоронены эти кулаки, они враги народа, то есть все, то есть была такая политика, даже они не постарались туда зайти, посмотреть, почитать, все-таки старались, ну, а надпись все это сохранилась. Когда вы говорили, я вот как раз именно думал о чем. Действительно, не ко всем имамам подходят, и не все спрашивают, и не ко всем открывается. Почему? Потому что все-таки должен быть для культа какой-то авторитет, чтобы люди, чтобы платки, например, завязали. Один должен подойти и завязать, и сказать так, чтобы все поверили ему. Это не просто так делается. Все-таки, да. Тут то же самое, вот если со стороны посмотреть, сначала похоронили, их почитали, а потом всем сказали, то, что туда нельзя ходить, и все перестали ходить, то есть через несколько поколений все это забылось, а потом еще вот возродилось, вот сейчас то же самое, например, когда мы пришли туда, начали все это чистить, все это, например, выставлять на показ, чтобы люди видели, действительно появились люди, которые говорили, что это, вы чем занимаетесь, например, вот как раз сказала, все-таки вот влияние, например, 90-х годов, это бесследно не осталось. Все-таки люди поделились, они разделились, можно сказать. Да. Некоторые действительно думают, что ходить к кладбищам это какое-то язычество, да, то есть крайне на это смотрят, а некоторые действительно могут поклоняться, то есть всегда должна быть высоты, то есть середина. Среди имамов даже такое есть. То есть кто-то, допустим, этот вопрос изучал с позиции традиционного ислама, он знает, что вот в этом нет ничего такого. Кто-то вот по-прежнему стоит на своем. То есть здесь
Есть ведь не только поддержка как бы моральная, но даже и финансовая. Очень мощное было движение 90-х годов, когда вот меценаты, о которых вы говорите, очень сильно вкладывались в развитие, поддержку. Да, в том числе даже Татнефть вложилась. Целая программа «Родники». И, в общем-то, очень много ведь они возродили святых мест по республике. Ну, с одной стороны, возрождать родники, наверное, неплохо. Это и можно и садака джария, наверное, что люди пользуются. У нас 77 приходов. Все-таки это второе место по республике. И вот по поводу возрождения родников, в каждой деревне у себя, жители деревни у себя в деревне берут какой-то родник или несколько родников, и его действительно ремонтируют туда и дорогу. И это предмет гордости их, что предмет у них гордости, да, да. Что это вот у них такая локальная история, Да, мощная, что да, у них да. вот есть такое место. Это на самом деле такой вот очень серьезный ресурс, хороший ресурс. А вы сказали про святых людей, которые благодать идет. А есть в Татарстане могилы таких людей? Там, может, там реестр какой-то ведет духовное управление? Насчет реестра не знаю, но, конечно, вот Чистополь, то есть шейх Мухаммад Закир Чистави, естественно. Вот. У него, кстати, до революции, я видел в телеграм-канале, вышла книжка как раз посвященная вот борьбе с вот этими народными культами, то есть там посещение, там, вот я такой богословский какой-то труд у меня даже был. Ну, не с посещением, именно с определенными практиками. Ну, вот этими, да. Да. То есть вот в османский период была тоже такая книжка, Альбер Гиви, автор X века, вот как раз у него вот против новшеств. То есть вот то, что я сказал, там, когда люди совершают таваф, то есть делают обходы, подобно там, или там считают, что это как-то приравнивается к хаджу или малому хаджу, умре, да, и какие-то другие такие практики. То есть не само по себе посещение, потому что посещение могил, я говорю, это установлено сунной, этика посещения могил также установлена сунной практикой сподвижников, ранних ученых, и до сих пор общие мусульмане всегда веками посещали и кладбище Бакыя, да, в Мекке, и Джанатуль-Му'аля, другие кладбища, да, в Медине, прошу прощения, да, и Джанатуль-Му'аля в Мекке, да, и другие кладбища, то есть всегда это все есть, это все было. А вы не изучали, вот, как богословы там 19-20 века вот к этим вопросам обсуждалось, не обсуждалось, не рассматривали вы? Ну, не знаю, как насчет богословов, но среди национальной интеллигенции, конечно, тоже на самом деле споры большие велись. И тот же Марджани, который, в общем-то, достаточно неоднозначно оценивал святые места, и ряд других татарских общественных деятелей, в общем-то, очень спорили по поводу этого. И, кстати, Марджани как раз упоминает в Атнинском районе могилу святого, я сейчас вот не вспомню, конечно, фамилию. То есть вот вообще попытки на самом деле создать какой-то свод, перечень вот этих святых мест предпринимался неоднократно, и даже в нашем проекте мы тоже замахивались на такую задачу, но это достаточно сложная такая задача, которую нам вот просто не под силу было вдвоем решить. Тут нужно какой-то координационный центр, возможно, для того, чтобы как-то вот это все организовать, интегрировать. Могу сказать, что споры шли еще в начале 20-х, в 2015 году выходит сборник Марджани Маджмуаси. Там тоже были статьи, посвященные тем или иным. Там уже обрядовой стороны касалось. Например, проблема, как, допустим, держать уразу, например, в условиях полярной ночи. Потому что многие уходили на работу куда-нибудь в Архангельск или там район Мурманска, и там стояла такая задача. Или как праздновать, допустим, когда устанавливают праздничные для мусульман. Как быть, допустим, с празднованием Курбан-Байрам или других мусульманских праздников. В том числе тоже касались вот этих проблем. Но там, конечно, в большей степени их волновало, и другие немного противоречия. Но по сути эти проблемы там то так или иначе тоже касались. Ну, в меньшей степени. Ну, это тоже, видите, методология вынесения фетвы в исламском праве, потому что есть такой принцип в ханафитском масхабе. То есть, если какая-то практика порочная распространена в основе дозволенной вещи, то можно эту вещь запретить полностью, именно чтобы пресечь вот эту практику, то, что по-арабски садду зарая называется, то есть пресечь любые пути. Поэтому некоторые действительно богословы говорили, давайте, если там люди совершают какие-то непонятные обряды, давайте запретим им вообще посещать эти места. Не потому что это в основе запрещено, а просто потому что, чтобы пресечь вот эти пути все к возможному язычеству и прочим там искажениям религии. Вот. То есть не потому, что это само по себе плохо, да, а потому что вот люди злоупотребляют этим. Крайности выходит. Да. Это вот один из методов. Есть еще такой метод, например, вот именно посещение могил, по поводу посещения могил, сейчас слишком очень интенсивно идет такое просвещение народа, именно вот во всех кладбищах. У нас уже висят надписи, например, «Зиярат адепляри», порядок посещения зиярата. То есть человек приходит, почитал, что можно сделать, что нельзя делать. То есть мы уже стараясь, что нельзя делать, записали, значит, все остальное, получается, можно. То есть человек пришел, он не знает. Он пришел, почитал. Так же самое, например, родник, например, Куз
Куз Шишмеса, да, вот туда написал, что можно сделать, что нельзя делать. А исцеление от кого? От Всевышнего. То есть, где вот платок вешает, тоже, например, надпись сделать, сейчас и по Брайлю делать, и QR-коду можно, например, почитать. Все, человеку информацию дано, он взял, почитал. Это большинство от чего же идет? Вот, незнание людей, и кто-то этим пользуется, например, сказал, вот так делал, вот так и делает, например, да. Или, например, увидел, кто-то так делал, не знает, зачем делать, но так делает, например. Вот это и есть, то есть это масса. И вот вы правильно подчеркнули, например, когда мы смотрим на людей, мы видим, как будто это масса, но все-таки, да, люди даже и в деревнях, например, очень образованные, грамотные, и даже вот, честно скажу, например, христианство же как построено, например, у них Святой Отец все подходят к своему Святому Отцу, он обслуживает определенную, например, его территория есть, и все приходят к нему. У нас тоже, например, есть имам, а у татар все-таки сейчас пошла мода, кого-то хочет слушать, кого-то не хочет слушать, например. Да? Вот он хорошо говорит, давай его пригласим, например. Вот. А когда хотели искоренить вот эту вот школу мусульман, суфийскую систему в Татарстане, все-таки система существовала. Всегда вот 12 имамов они собирались, между собой выбирали одного, вот до Оренбургского Магометанского собрания, что ли, вот такая система все-таки у мусульман она существовала. Все-таки если будет вот такая система, если будет вот какая-то информация, действительно, вот эти вот вопросы вы тоже можете спокойно закрыть, например, если кто-то пошел там, что-нибудь привязал, еще что-то делал, или обход делает в Булгере, например, и кто-то звонит, говорит, вот, Хазрат, слушай, там кто-то уже языческим чем-то занимается, извините, а мы там написали, а кто там, какой там самый умный по-своему что-то делает, это его дело. Мы самое главное объяснили, показали, сказали, вот и все. То есть это действительно грамотность населения, образование народу, то есть понятие, это действительно вот и Шишме бойынша дошла, и Нарса бойынша дошла, да, Кабардар бойынша Да, в дошла. основном незнание. Незнание, да. Как, кстати, объясняют, прошу прощения, вот, Да, именно конечно. повязывание платков здесь, в Татарстане? Вот, тоже вопрос. Как объясняют люди, простые люди, ну как-то вот, знаете, надо, для них это просто смысл такой, что вот ну как-то надо себя зафиксировать, обозначить вот на этом мое присутствие, мое посещение. Я вас завяжу, и значит я вот здесь был, вот эта метка как бы, вот и тут там, наверное, мои молитвы. Я как бы. спрашивал вот на Кавказе, там же тоже в Дагестане это такая Да. практика существует, но говорят, что это трансформировалось от советские годы, до этого же какая была практика, то есть оставляли ткани, вещи, одежду как садака, Полотенце. чтобы люди могли забирать. До сих пор, кстати, у турков это есть, если, например, там вот на могилы шейхов приходишь, там стоят книжки, например, лежат, то есть кто-то как отдает как садака, чтобы кто-то другой забрал, и тот, кто отдал, получил бы награду за это. Ну, татар нет такой Вот, традиции. на Кавказе вот было, то есть они оставляли, ну, допустим, поношенную, но еще хорошую. Люди же раньше гораздо беднее были, там обувь, ткани, все это было гораздо дороже и сложнее добыть. Вот, и они оставляли это именно для того, чтобы люди... Потом это потихонечку трансформировалось, то, что мне так объяснили, вот именно в Дагестане. Ну, тогда такой Вот эту традиции нет, традицию. эти вот ленточки, полотенца, все это остается, все это выгорает, треплется со временем, никто это не забирает, никто не покушает. Ну, в принципе, я предлагаю подвести итоги, да, каждому высказаться. Что я понял из беседы, да? Что я понял, что, в принципе, не исламские традиции, может, и неправильно мы назвали нашу встречу, то есть это мусульманские культы святых, наверное, ближе даже, да, то есть как бы и трансформация их там, трансформация, да, то есть как бы во что она превращалась. Я так понимаю, у нас была традиция, там, скажем, которая идет с 922 года, да, то есть когда мы, Более раньше. да, то есть мы мусульмане уже 1000 лет, да, и есть традиция, которая появляется сейчас, благодаря предпринимателям, там, людям из власти, они популяризируют какие-то места, да, то есть там, в том числе, я Традиция так не понимаю, прерывалась. Никогда не туристические, я прерывалась. так понимаю, цели есть, да, то есть я вот знаю, что некоторые места не могут. Ну, там, знаете, мотивация у этих меценатов на самом деле разная. Как правило, это выходцы из села, им надо как-то поддержать село, они вкладывают свои личные деньги для того, чтобы возродить и как-то ну, привлечь внимание к своему селу и Перенамы, как-то мгм. облагородить вообще территорию своего родного села. Вот, как правило, такая мотивация. Ну и там второй вывод, что у нас как бы нет проблемы с неоязычеством, то есть как бы была группа людей, которые, ну, в принципе, Да, оно... могу сказать, что эта проблема возникла опять же в 90-е, это было связано с кризисом идеологии, и, как правило, оно распространялось среди узкого круга интеллигенции, которая решила найти некие свои корни. Тут вы говорили Алтай, Якутия, это немножко другая ситуация, потому что они не ушли ни в ислам, потому что в исламе они что-то увидели, ну, условно говоря, не татарское, а арабское, они так рассчитывали. Они, соответственно, потеряли то
ту веру, которая у них была, определенную идеологию, или перестали придерживаться идеологии. Тут, скорее всего, произошел кризис определенного сознания. И в поиске альтернативы вот они начали возрождать так, как они это себе представляли, так, как они себе это понимали. Причем интересно, что приношение, жертвоприношение у тенгрианцев, оно больше напоминает жертвоприношение у мусульман. То есть все равно те или иные корни там. Ну, то есть, так по или сути, иначе мусульманская интеллигенция ищет что-то. Да. По сути. И то им не нравится, это не нравится. Но, в принципе, такого серьезного движения, которое бы сейчас привлекало бы молодежь, ну, в принципе, я не наблюдаю. Раньше 90 это такая опасность была. Но это же сейчас все реконструкция, правильно? Нет же никаких источников вот таких? Нет, постоянных? конечно, источников. Там нет, во-первых, никаких писаний. Тем более, вот, опять же, если посмотреть исследование Измайлова, он говорит о том, что, в принципе, у каждого рода, у каждого племени вот эти вот языческие традиции были, опять же, свои. Если вспомнить, что у них, вот опять же, шурали, например, или сказки, даже это же трансформировалось в сказки в том числе, у каждого леса был свой дух, у каждого дома был свой дух. То есть тут это такое, можно сказать, поле деятельности очень широкое, и тут можно уйти очень далеко. Вот в этом смысле я и говорил, в какую сторону это можно увести, деструктивно или позитивно. Одно дело это изучать, пытаться реконструировать, другое дело к этому сильно выдаваться, а это может увести совершенно другую сторону. Как по-мусульмански говоря, и близкая шайтан, это вот тоже. Ахмад Хадрат. Ну, вот как бы, действительно, религия ислам это же, в общем, такая традиция, которая установлена, да, подтверждена веками, так сказать, уже почти 1500 лет. Там есть своя иерархия мнений, есть сложившиеся правовые школы, да, вот ханафитский мазхаб, которому мы следуем, это вот он весь передается по непрерывной цепочке. Да, есть некоторые вопросы уже внутри частные, где есть какие-то разногласия, возможно, но в основном вот мы знаем, да, что харам, что халяль, что можно, что нельзя. Вот, если человек как бы себя мусульманином считает, он должен разделять эту систему ценностей. Это, собственно, то, что делает человека мусульманином не по рождению, а потому что он разделяет вот эти убеждения, вот эту систему ценностей, принимает ее. Вот. При том, что ислам это тоже определенное такое сито, да, для культуры, то есть, в принципе, многие вещи, они, которые именно в культуре существуют, в традициях, обычаи, они не противоречат исламу. Вот, и человек свободен делать то, что он хочет, пока это не противоречит. То есть это такое сито довольно крупными ячейками. Вот, то есть если это не харам, если это не запрещено в религии, да, то это разрешено. Да, вот, большая часть практики под это подпадает. То есть в вопросах поклонения, да, там другое правило. Если там ты не можешь ничего выдумывать, что-то внедрять, а в обычной жизни, в имущественных отношениях, каких-то социальных отношениях, там действует действительно, как вы правильно сказали, правило, что не запрещено, то разрешено. Вот, то же самое и про, можем сказать, и про изучение, да, культуры, традиций, возрождения определенных мест святых. То же самое. Пока это не вступает в противоречие с принципами шариата, это хорошо и это правильно. В завершение, знаете, я бы две вещи хотела проговорить, которые сегодня еще не прозвучали. Первое, но мне кажется, что ислам в некотором смысле сложнее, чем христианство в плане вот определения своей политики по отношению вот этому культу святых. Дело в том, что в христианстве ведь есть четкая процедура канонизации святых, есть огромная литература, которая посвящена святым, да? Есть определенные ритуалы посещения и поклонения вот этим святым. В исламе все-таки это все достаточно открыто, и нигде не написано, сколько я понимаю, никак не прописана вот эта процедура канонизации, кого считать святым, кого не считать святым, а как поклоняться им святым. То есть вот ислам в этом смысле находится как открытая книга, и он наверное, ищет некий Видите, все по намерению. То есть если мы считаем, что все равно все от Аллаха, то сам по себе святой, он не может никак не помочь, не навредить и так далее, и так далее. Просто человек, веря и будучи убежденным, что этот человек, например, близок к Господу, он вот таким вот образом к Господу такая обращается. Свободная философия, в общем, по сути, по да. большому счету, в отличие от христианства, где очень четко все это регламентировано. Да? Это первый момент. Второй момент, мне кажется, очень важно понимать, что святые места, не надо их воспринимать только как религиозное явление. Это, конечно, очень важный был момент поддержания этнической идентичности, татарской идентичности у татар. Вот как сегодня я говорила как раз очень много про советское время, ведь как раз вот в татарских деревнях вот за счет посещения вот этих мест
и запрета, в принципе, на религию и посещение мечетей, они позволяли вот эти святые места хоть каким-то образом поддерживать свою татарскую идентичность и поддерживать ислам. Поэтому в этом смысле, конечно, вот это явление, оно такое, в общем-то, достаточно позитивное. И то, что сегодня происходит на святых местах, куда приезжают не просто отдельные паломники, я так в кавычках их возьму, но и они приезжают целыми семьями, огромными семьями, с родственниками, с многочисленными. Это место какое-то объединение вот таких семейных общин и даже целых деревень. Я думаю, что это, в принципе, достаточно позитивное явление, позитивный такой ресурс для, повторюсь, поддержания этнической, локальной, деревенской идентичности. Поэтому, наверное, не надо так уж однозначно рассматривать это явление как языческое и вообще навешивать ярлыки какие-то всему этому. Я согласен. Такой интересный момент тоже. Это соседняя у нас Кировская область как раз, мы граничим. Там есть деревня Нижний Шунь, или Средний Шунь, сейчас не помню. Такой момент, вот как раз продолжу вашу мысль. Интересно, то, что нельзя все это списывать. То есть люди как могли, так и сохраняли обычаи. Да? Смотрите, такой момент интересный. В советское время, за это вообще, что делали это. Коммунизм полнейший, там, 80-е годы, приезжает в деревню к председателю райкома с района. Приезжает коммунист тоже, рассматривает, все посмотрел. А при выезде кладбища, на кладбище видит надпись «Ля илях илlallah Мухаммад Расул» на арабском языке. Но он же не может он читать. Он видит, то, что там надпись какая-то. Он спрашивает, а что, говорит, там написано? А этот представитель сам мусульманин, но он не может подвести всех. Он говорит, товарищ райком, там «добро пожаловать» написано. Я говорю, пускай стоит. Понимаете? Люди всякими путями все-таки старались все это сохранить. Это действительно то, что непонимание определенных лиц, это не означает, что это действительно вот языческое что-то и так далее. То есть эти вот каноны, вот действительно вот по поводу святых, вот Хазрат правильно сказал, то есть нету такого определенного у нас в исламе, то есть человек, тот, который совершил намаз, или тот, который, например, умер, вот есть момент такой, вот Ухуд, те, которые умерли во время битвы Ухуд, например, они все шахиды, 70 человек, они там лежат, все, кто приезжает на хадж, на умру, например, они посещают это кладбище, они делают там дуа, то есть все это показано, а то, что, например, уже в наших местностях, да, вот Мухаммад Харат Закир Чистай захоронен. По поводу Чистая, вот только мы сейчас уже Зайнула Ишан Расулях, а вот сейчас не то, что вот святые, например, у нас тоже вот в Маскаре там лежат действительно ишаны, учителя, которые именно внесли вклад, мы еще про них не знаем. Вот момент такой. То есть христианство не было такого определенного, как уничтожение, например, или христианизация, как мусульман. Нет у них, не было у них такого. У нас же сколько лет мы уже по Атнатисскому силуэту, мы, например, 1552 год, всех там принужденно крестили и так далее. То есть люди старались скрывать свою религию, например, и так далее. Кто-то прятался и так далее. То есть не то, что там святой, себя надо было как-то беречь. И из-за этого, скорее всего, у нас нет вот последние 30 лет, вот Аллах уже у нас постепенно идет подъем. Я думаю, все эти моменты, они уже будут полностью озвучено на персональном. Хотя вот сейчас и в Казани тоже, да, вот у нас же сейчас определенный такой рост интерес к наследию Марджани именно в арабском мире, среди арабских мусульманских ученых. И к нам, когда уже шейхи приезжают, например, по линии духовного управления, уже просят отвести их на зиарат к Марджани. Также точно приходят, читают Коран, делают дуа там. Еще же мы забываем, есть шахиды. Вот мы тоже делали интервью с специалистом ИАЛИ, они рассказывают, там за Казани есть там в определенных деревнях там камень 1521 года, там прямо написано «Шахид кен там кефер элин колонна». То есть там недавно тоже специалисты ИАЛИ нашли камень тоже 1610 года по мелодии. Там тоже, там из такой-то деревни казак шахидом пал там. Ну, это смутное время, понятно, да? Ну, то есть, в принципе, есть помимо святых и, как бы, ну, вот я так понимаю, категория шахидов, и она, ну, камни до сих пор сохранили. Там нет такого выделения, что там святые там отдельно, ученые отдельно, шахиды отдельно. Нет, все те, кого мы считаем
что они приблизились к Аллаху при жизни, да, мы можем посредством них обращаться к Господу. Даже вот погибших в Великой Отечественной войне, в принципе, также упоминают. Сейчас и Ну, могила Маржани, поэтому получается, уже становится таким. По сути, да, вот я говорю, вот, ученые из арабского мира приезжают, причем там сейчас именно издают, у них там переиздают, уже многие про него слышали, читали, интересуются, говорят, у вас такой был большой ученый, мы хотим посетить его зиарат. Можем вам с духовного управления как-то вместе проект, то есть как бы, ну вот эту Ну, мы тогда карту. пробовали, выходили, тогда Да. с инициативами, но как-то у Какой нас год? пока 14-й, наверное, что-то примерно так как-то. Не получилось тогда, Не да? Может, получилось. Может, сейчас. еще раз попробуем. То есть, в принципе, это же интересный вопрос. Ну, и тема-то исследования мусульманских культ Вот святых, начнете то есть с она... умра, мы вас приглашаем, Аллах Берса. Ой, Все это с покажем, да, конечно. Почти расскажем. моя родина, так Да, что. Тем более. Тем более. Спасибо, Рахмат. Ладно, Сизгар Ахмед, Аллах разы болсын.